Добрый вечер, Вячеслав Зелимханович, и возьму на себя такую ответственность от лица всех присутствующих. Я хочу поблагодарить вас за организацию этого мероприятия, за такой открытый диалог в плане живого формата вместе с нами, с молодежью. А вопрос у меня в следующем. Ввиду того, что у нас активно развито информационное пространство, в том числе социальные сети, ходят слухи о том, что вы активно лоббируете интересы Баварии. Вы открываете автозаправочные станции «Лукойл», а также скупаете фермерские земли. Как вы прокомментируете это? И второй вопрос у меня в том, что никак не поддерживаются общественные организации, которые у нас существуют в республике. Из многочисленных зарегистрированных общественных организаций у нас активно работает только 50. Мы вынуждены постоянно обращаться в Министерство образования Российской Федерации, в комитеты органов исполнительной власти, подаем заявки на президентские гранты, а в плане того, что руководство активно лоббирует наши интересы, этого нету. И, пожалуйста, можно уточнить, какой конкретно в данный момент общественной организации, ну хотя бы для примера? Российский союз молодежи, я вот уже сказал, Артур Гагиев, по развитию молодежной политики в нашей республике. Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Действительно, за открытый вопрос. Отвечу вам честно и ответственно, вот перед всеми молодыми людьми, которые сегодня здесь собрались, что группа компаний, которую я создал за всю свою жизнь, сегодня в лоббировании интересов точно не нуждается, потому что компания сильная, компания, которая работает на рынках всей страны, не только на рынке Северной Осетии, поэтому в лоббировании не нуждается. Помимо этого хочу сказать, что с моим приходом во власть компания даже потеряла часть своих позиций, в смысле того, что перестала заниматься поставками в бюджетные учреждения. Ранее группа компаний активно поставляла и хлеб, и картофель, другие продукты питания в различные бюджетные учреждения. И всегда это делалось с минимальными ценами, с выгодой для бюджета. Но тогда, когда я оказался в стенах власти, группа компаний от этого отказалась. То есть, что касается земель, то хочу вам сказать, что также с момента моего прихода во власть группа компаний ни одного квадратного метра дополнительно нигде не получала. Ни на себя, ни на аффилированные какие-то другие предприятия или лица. Я ответственно и честно говорю, что и дальше будет делаться. Как раз таки были планы, тогда, когда я еще и не думал, что окажусь в стенах власти, были планы по расширению аграрного бизнеса. Это семеноводческий проект, многие об этом знают, который на рынке сегодня российском очень востребован. Были планы расширения хозяйства, но потом от этого предприятия отказались. На сегодня берут в субаренду земли и таким образом работают. И я вам ответственно говорю, что никогда никаких мероприятий с моей стороны, со стороны власти предприниматься не будут для того, чтобы лоббировать интересы тех предприятий, которые я создавал и которые сегодня меня обеспечивают, мою материальную составляющую, в смысле моих доходов, как учредители этих предприятий, о которых я отчитался, уплатив все соответствующие налоги. То, что касается второй части вопроса, я хочу поприветствовать всех, кто создает общественные организации, не просто для того, чтобы утолять свои политические амбиции или еще какие-то иные интересы, направленные на личные интересы, как я сказал. Если же эти общественные организации во благо республики и готовы помогать мне, как руководителю республики,
руководству республики и всем небезразличным членам правительства в проведении реформ, о которых я уже сказал. Я лично готов с каждым встречаться, приветствовать и вместе работать. Буду только благодарен. Спасибо. Спасибо.